можно это скористаться лишь станции. И самое важное, как на этой истории стварится сила. Это была перемога и борьба авангарда. Не была падрыхтавана само грамадства, не было на что абаперціся, калі знікла ўжо КПСС, Советский Союз. И это стало рашаючым фактором, что отбылась реставрация, и до улады пришли антибелорусские, антидемократичные силы. Шмат что было досягнуто, но знищено, растоптано, обплевано, але засталося самое главное. Засталась незалежная держава. И з гэтага мы приходим до выводу, что исторично завоевание незалежности есть больше важным актом, чем завоевание улады. Потому что улада антибелорусская. Для этой улады не имеет никакого значения наша национальная каштовность, суверенитет, будущее. Вы цудовно ведаете, что он говорил, что он говорит. И тем не меньше, існує держава, і він вимушений робити певні заходи, щоб заховати гэтую державу і суверенітет. Тому що улада не може існувати без держави. Многие думают, как поехать с этой краины. А она у нас есть. И она нам забеспечивает будущее. Это есть наша основа. Мы можем туда вернуться. А увидите, как этого не было. Вот, вельми істотно это зразуметь. И когда поедешь по свете, по выгнанию, а мне пришлось поехать по разных континентах, и сутыкнуться с разными бюрократами и с адносинами, то наибольш, нават не мой статус политика и вядомасць, а наибольш ратуе тое, что я есть громадянин державы, я маю громадянство, я стою на ногах, меня успрымаюць так, как и усіх. А эмиграция наша послевоенная, они не имели этого статуса. Их никто не признавал. Кто вы такие? Какие белорусы? Нема такой державы. Кожен из них прошел через это принижение, и каждый змагался за графу национальности, как было уписано, и как отрымать паспорт, и так далее. Более страшная была ситуация за советами, и громадство было у большей темры и неведании, чем тут теперь. Многим здається, что невыносимо, что творилось на Беларуси. Тогда была больше страшная ситуация. И все ж таки, опирающись на свои силы, на свою борьбу, сказавши просто, не под лавкой, не некими эвфемизмами, не обыходячи там, а упрост, что КПСС повинна быть ликвидована, что Советский Союз повинен быть ликвидован, мы повинны иметь незалежность. Это говорилось. Когда это говорится, это подняться с тяга. И тогда ты, кто так думает, перестают бояться, но идут, тогда творится сила. Я не выпадково это говорю, потому что вы чуете шмат отворот. Вы чуете шмат отворот, но что треба там уметь пристосовываться, треба быть хитрым, треба быть тактиком, треба так, де гетак, де пойти с Лукашенком на контакт, де там отрымается, ничего не отрымается. Отрымается мизер и заплямливание гонором. Это влада вытягнула на поверхню самые темные силы. Темра, якая в нормальной державе повинна не была сидеть для своего статуса, и она вышла до влады. И керуя не только в администрации, вся держава керуется такими людьми, которые кажут про Скорину Петербургу, про Вершу Быкова, и разную чушь, чепуху. Это люди, которые не здольные до элементарных взаимоотносин громадства, накрывают уладу. Это есть улада темры. И то, что отбывается у нас, это есть деградация национальной культуры, деградация особы. Это вельми страшная ситуация, потому что не социальная система несе ввяду, не некие там, скажем, навык репрессий несе ввяду то, когда внутри разваливается особа, когда деградуется культура, когда нема той особы, якая могла это все вернуть, реставровать. И эта влада працуе в этом накерунку. Если вы уважливо проанализуете, то вы увидите, что это системная работа. Это ведется системная работа по знищению школы, по знищению культуры. И это не простая работа.
І ми бачимо, як год за годом ми трацім нашу самоіснасць. Народны фронт, калі рабіў свае мітинги, усе мітинги планаваліся. І абавязковая была задача, каб закончылася перамога, каб людзі мелі сатысфакцыю, каб было задавальненне. Іначе нема сэнсу, іначе это паражэнне, іначе мы выводзім людзей, і яны атрымліваюць пессімістычны зарад, як кажуць. Но гэта не можна было рабіць. Все наши митинги, все 6 заканчивались сатисфакцией, задовольнением для людей, перемогой. И тому рух поширался и шел наперед. И каждый верил в эту перемогу, потому что это было радостно, за плечами были крылья, гроши. Но мы собирали на площадь до сотни тысяч людей. Пускали своих сборщиков грошей, 3 человека, комиссию, с великим полиэтиленовым мешком, и все давали гроши. И великие гроши, не помните, что такое были советские гроши, они давали наибольше по 10, по 25, на 50. Зарплата молодшего наукового супрацовника в Академии наук 110 рублей, то давали 50, половину месячных зарплат. И мы эти гроши избирали сами, вот из наших людей. Мы наши газеты на НИН друковали у Латвии. Мы на эти гроши купили 2 машины, 2 самоходы. И мы возили эту газету сюда про все краины. И это все давал сам народ. Ніякое не ОБСЕ, нам не треба никаких грантов, мы их не знали. И та перемога, яка була зроблена, это була зроблена нами. Ніякої допомоги з боку Заходу не було. Ми їх не бачили, і дякую Богу.